Кто и как проводит расследование и экспертизу после случаев пожара в объектах. К примеру, в Якутске с начала этого года произошло 193 пожара. При этом растет число жертв при таких ЧП. И в среднем лишь в 5-8% из числа пожаров возбуждают уголовные дела. Они относятся к категории наиболее сложных, требующих от дознавателей специальных познаний в многих областях науки. Каким образом определяют причину и виновника возникновения пожаров и сколько для этого требуется сил и времени? Репортаж Дмитрия Тымырова. Для определения возникновения причин пожара проводится целая работа. Здесь на испытательной пожарной лаборатории специалисты проводят ряд лабораторных исследований. Это как химическая экспертиза, так и электрическая, что дает более подробную картину возникновения того или иного пожара. Поджог, неисправное оборудование, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем. Десятки возможных причин пожара. По факту пожара к нам поступают материалы, собранные дознавателями или другим органом дознания. Это или Следственный комитет, или прокуратура, или суд. Направляются к нам материалы, и по этим материалам, или с выездом, или без выезда, мы производим экспертизу. Электротехническое исследование – один из видов экспертизы. Здесь узнают причину пожара, было ли внешнее воздействие или проводку просто замкнуло. В данном случае отправлен медный многопроволочный электропровод без изоляции, в выгоревшем состоянии. То есть это после пожара, да, получается? Да, изъятый с места пожара для определения наличия в нем аварийных режимов работы в виде короткого замыкания, перегрузки и больших переходных сопротивлений. Провода сгибает и разгибает, затем отправляет под рентгеновские лучи. На компьютере данные о реакции вещдока. В нем рентгеновская трубка вставлена здесь. И с помощью этого рентгеновских пучков он определяет содержание кислорода в нем и в каких условиях образовалось оплавление. Вторая экспертиза – химическая. К нам поступают разные вещественные доказательства, например, древесина, да, или канистра с бензином, с какими-нибудь остатками ЛВЖ и ГЖ. Также ткани могут поступить тоже, да, разные, даже песок, да, где изымают с места, где более-менее вероятно нахождение ЛВЖ и ГЖ. Экспертиза многоэтапная, все зависит от сложности объекта. Сложности могут быть негерметичной упаковки объекта, потому что бензин, ЛВЖ и ГЖ, они могут легко испариться, если плохо загерметизирован пакет или коробка. Предварительное расследование длится от 3 до 30 суток, в особом случае до 60. Моментально назвать точную причину пожара невозможно. Нужно пройти через все этапы проверки, чтобы результат был максимально точен. Добавим, в прошлом году в России произошло 132 тысячи пожаров. Ущерб составил 14 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск.